Айвар, а помнишь ли ты свой первый спектакль? Ох, мой первый спектакль «Прыгающая принцесса». Так. Я там был, угадай, кто? Либо прыгающим кем-то, либо принцессой. Ну, явно я не принцесса. Принцем ты был. Конечно, принц. Да, ну естественно. Вот. Так. И это амплуа мне до сих пор так и сидит на мне. И я посчитал, у меня где-то 6 или 7 ролей принцев Да? в театре. Так, друзья, так, тогда я неправильно представил. Заслуженный принц Республики Татарстан. Айвар Гимаев. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители и сальмюсес кадерле дуслар. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». А это значит, что сегодня к нам вновь придет какой-нибудь замечательный гость. И я с удовольствием хочу его представить. У нас сегодня актер-кукловод Татарского государственного театра кукол «Акият» Айвар Гимаев. Встречайте! Добрый пень! Ой, то есть добрый день! А вы случайно не знаете, это здесь раскрывают секреты татарской кухни? Это здесь. Айвар, это ты? Нет, я Страшила. Айвар, это вот он. Кто? Вот он. Айвар, привет, как дела? Ну Всё я, отлично. слушай, я удивился. Страшила классный какой вообще. Он тоже нам сегодня будет помогать готовить или нет? Конечно, я сейчас вам помогу сделать сказочные детские котлетки с сюрпризом. Ого. Ну слушай, я уже заинтригован, Айвар, честное слово, поэтому давай уже начнем готовить. Айвар Гимаев, актер, кукловод Татарского государственного театра кукол «Акият». Окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по специальности актер театра кукол. В труппе театра с 2011 года. Сыграл около 30 ролей. Принц Иржик в «Прыгающей принцессе», Комар в «Мухе-цокотухе», Коте в спектакле «Ханума», Принц в сказке «Золушка» и многие другие. Как сценарист написал новогоднюю интермедию для театра «Алиса в зимней стране чудес». Как режиссер-постановщик поставил спектакль для самых маленьких «Не хочу, не буду». Я пришел не с пустыми руками. Так. Я принес куштанеш. О, Это наш пакет. фирменный пакет. А в пакете... Спасибо. Нам так не хватало пакетов. А в пакете еще есть буклет Так. нашего театра и пригласительные билеты на спектакль «Хаврошечка». Так, Айвар, ну, Страшила нам сказал, что мы будем готовить какие-то котлетки с сюрпризом. А что еще будем готовить? Мы будем делать традиционное татарское блюдо кастебы. Но Так. кастебы будет из двух составляющих. Это пшенка и картошка. Ага. Два разных Пшёнка, вида. это как делали раньше. Да, в старину. да. Так. А картошка это так, как я люблю. Давай начнем готовить. Командуй, пожалуйста. Чем Так. я могу тебе помочь? Нам нужно нарезать лук Так, и подготовить фарш к котлеткам. давай тогда мы этим и займемся. Ну, расскажи, пожалуйста, Айвар, любишь ты вообще готовить или нет? Да, готовить я люблю, но редко. Почему? Да, у актеров, понимаешь ли, мало времени на это. Мы с утра до ночи в театре, и выходной всего один, поэтому в выходной надо успеть все сделать. Ну, а если готовишь? Вот когда у тебя все-таки появляется время, вдохновение какое-то, что ты готовишь обычно? Ну, если, допустим, приходит много людей, там, друзья приходят, то, естественно, надо какие-то большие блюда там с мясом, чтобы все поели хорошо. Так. Ну, а для себя так, что мне по-быстренькому. Макароны отварил с котлетками, да и все, и достаточно. Нормально. С такими котлетками, с которыми мы сегодня будем готовить, да? И такие тоже были. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Так, Айвар, ну лук мы нарезали. Давай смешивать. Да, давай. Все это добавляем, давай. Ты первый. будешь Смешиваем лук, перец, соль.
Здесь по вкусу. Да, Ты как конечно. любишь, побольше перца, чтобы было или нет? Нет, и так как это детское блюдо, наверное, надо перца поменьше, да? Думаешь? Ну, думаю, да. Ну ладно. Расскажи мне, пожалуйста, вот что. Как ты пришел в эту профессию вообще? Ножками, как и все. Так. Пришел я в эту профессию через университет культуры. То бишь я пришел поступать после школы и поступил не туда, куда хотел. В смысле? Я хотел поступать на Ты хотел в энерго поступить, режиссуру. а пришел... Я хотел на в режиссуру культуру. поступать, кино и телевидение. Так. Вот. Но там не было мест, и поэтому я пошел на актера и еще и театр кукол. И меня так это захватило с первого же курса, и я прям на таран. И Ничего дошел. себе. И- Отучился и пришел в театр. Ну, благо, ушел в армию сразу. Отработал всего 3 месяца Опять и ушел не в туда армию. пошел, Да. немножко, чуть-чуть опять Да, вот сбился меня с немного курса, вот но так потом вот. вернулся опять, да? Мне немного так, давай размешаем. Давай, яйцо. Да, давай яйцо. Надо? Вот. Ага. Ушел в армию, и наш театр переехал в новое здание в этом году. Да, я приехал после армии и сразу уже пришел в новое здание, уже в гримерку свою, со столом, прям как настоящий актер. прям Какие ощущения почувствовал. были, скажи? Громаднейшее здание после того маленького помещения, где мы сидели в церкви. И сейчас это просто хоромы. У нас даже люди, когда приезжают на гастроли, на фестивали, всегда думают, как вы здесь в лабиринте этом живете. Ну, они все теряются. Проводите нас до выхода, пожалуйста. Фарш готов? Да. Давай делать котлетки. У меня Давай. есть вот такой противень. Нам пока понадобится сюрприз. Перепелиные яйца. Это и есть тот сюрприз, да? Да. Как будет перепелка на татарском языке, знаешь? Знаю. Как? Батбалдак. Вот балдык, абсолютно Да. верно. Кто знал? Ну-ка признавайтесь, и кто не знал. Напишите нам что-нибудь в комментариях там. Вот. Будет круто, Так. если напишите. Так, ну что, Ты смазывай. я смазываю. Противень, Давай. я собираю Ну, котлетки. чуть-чуть, наверное, нужно, да? Ну да, Сильно- немного. Сильно не будем Немного. смазывать. Откуда узнал этот рецепт про детских котлет, скажи? Мне кто-то посоветовал в театре. Я не помню уже, кто это был. Кто-то из актрис. Кто еще есть в Ну, театре? наверное, у того, у кого дети есть. Наверное. Наверное. Ладно, ну вот видишь, этот человек сейчас посмотрит передачу и скажет, эх, Айвар. Неправильно ты Пользуюсь. делаешь, да? Да мало того, что неправильно, пользуешься, да еще и не помнишь, кто тебе это посоветовал. Вот. Ну ладно, скажи, пожалуйста, сложно это вообще или нет, быть кукловодом? Ну, как тебе объяснить-то? Ну как есть, Прям так и сразу вот объясняй, так вот в лоб, да? Да. Ну, для обычного человека, наверное, покажется, что, ну, это вообще легкотня. Ну, вот просто зритель приходит, ну что там, попрыгать на Ну сцене, реально, да? что они там за палки игрушку дергает и все. Ну, вот как бы вот так вот и думают, да, обычные люди. Но я же не обычный человек, я так не думаю. Правильно. Труд этот очень тяжелый. У нас постоянно проблемы со спиной, потому что мы же таскаем куклы, они нелегкие. Они тяжелые? как Сколько минимум. весит вот эта вот страшила, с которой ты пришел? Страшила, ну, примерно 3-4 кило, наверное, есть. Ну, немного. Это немного, не но самая когда большая ты, кукла, когда наверное, ты таскаешь его 1,5 часа безостановочно, то, конечно же, это на спину, на поясницу все отдает. Если мы не будем в хорошей физической форме, мы просто не выдержим этого темпа. А какими вот, давай тогда так, смотри, мало того, что хорошая физическая форма, Так. какими еще качествами должен обладать кукловод? Ну, конечно же, талант. Ну, это безусловно. Да, это безусловно. Так. Талант, харизма, энергетика. Угу. Ну и понимание вообще, что ты делаешь. Потому что многие, допустим, актеры драмы, которые учатся именно на драму, они не понимают специфику куклы вообще. Что не ты говоришь за ней, а она говорит, а тебя не видно. Как бы вот это вот должны люди понимать. Некоторые этого не понимают. Айвар, мы налепили котлетки. Да. Мы с тобой молодцы. Вот посмотрите, какие у нас котлетки получились прекрасные. Давай накроем их фольгой и отправим в духовку, да? Правильно. Сколько они должны готовиться? Ну, минут 40, я думаю, достаточно. Да, конечно, достаточно. Конечно, Это же детские давай. котлетки. Давай. Запускай. Отправляем. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. После этого вернемся и продолжим готовить. Да? Да. Детские котлетки.
Мелко нашинкованный репчатый лук смешали с куриным фаршем, добавили одно яйцо, приправили солью и перцем и хорошенько перемешали. Из небольшого количества фарша сформировали лепешку, в середину положили перепелиное яйцо, края фарша собрали так, чтобы получилась небольшая котлетка. Сформированные котлетки запекали в духовке 30-40 минут. Друзья, ну что, мы вернулись. Напоминаю, у нас сегодня в гостях актер-кукловод Татарского государственного театра кукол АКИЭ Айвар Гимаев. Вот. И мы уже сделали детские котлетки, отправили их в духовку, и сейчас будем делать кастыбы. Да. Тесто, Так, наверное, надо сначала. тесто. Так, вот. Я с тестом никогда дел не имею. Это у нас все, кто приходит, сами делают тесто. Ну, удобно, очень. А я могу что-нибудь... Я могу, знаешь, что сделать? Я могу сказать, что мы уже кашу нашу пшенку отварили. Вот так вот она у нас выглядит. Вот так что я молодец, я отдыхаю, а ты готовишь. Ты не отдыхаешь, ты режешь лук для начинки с картошкой. Обожаю резать лук. Да. Обожаю резать лук. Айвар, профессия кукловода, актера, но это же очень творческая профессия. Да, конечно. Скажи, у тебя есть еще какие-то творческие способности, так скажем? К чему тебя еще тянет помимо этого? Ну, конечно, есть. Я думаю, у каждого творческого человека есть еще что-то за спиной. Так, что у тебя за спиной? У меня 8 лет музыкальной школы. Да ладно? Да. Серьезно? По классу фортепиано. Я пианист. И, кстати, вот этот навык мне понадобился в спектакле «Ханума». У меня роль КТ, и он учитель музыки. Так. И я играю на пианино. Класс. На сцене. Класс. Во время Вообще. спектакля. Здорово, Вот, здорово, спасибо. здорово. Айвар, а помнишь, что это свой первый спектакль? Ох, мой первый спектакль — это еще во время студенчества мы поставили спектакль «Прыгающая принцесса». Так. Я там был, угадай, кто? Либо прыгающим кем-то, либо принцессой. Ну, явно я не принцесса. Принцем ты был. Конечно, принц. Да, ну естественно. Вот. Так. И это амплуа мне до сих пор так и сидит на мне. И я посчитал, у меня где-то 6 или 7 ролей принцев Да? в театре. Так, друзья, так, тогда я неправильно представил. Заслуженный принц Республики Татарстан. Айвар Гимаев. Так, ага. Так, мне нужно масло. 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 Так, есть, бери, пожалуйста. Ага, но самые... Давай так, я понимаю, что все роли, они любимые, да, и все персонажи. Но вот есть какая-то роль, которая прям запала в душу, и она прям может быть, с ней какие-то самые теплые воспоминания. Ну, наверное, это Страшила. Почему? Не зря я пришел с ним сегодня. Как-то во время постановки даже спектакля мы же как-то продумываем свою роль, как он будет говорить, этот персонаж. Вот смотрим на куклу, когда она готова или готовится, либо эскиз. Сразу в голове щелкает, а вот он должен вот так говорить, и никак по-другому. Ну вот у меня вот как-то вот так пришло, именно вот с ролью Страшилы. И поэтому, наверное, это одна из моих таких любимых ролей. Ну а какой твой Страшила? Вот расскажи, какой у него характер? Вообще он такой добродушный, он ничего еще не знает в жизни, грубо говоря, он как будто первый вот день родился. И все ему интересно, он такой любопытный, но и чуть-чуть обидчивый. Как с тестом у тебя дела? Да, тесто у меня почти готово, мне нужна большая доска. Большая доска? Есть? Не вопрос. Конечно, есть. Для тебя. Давай. Есть. Все. Держи. Такая достаточно? Отлично. Достаточно ли большая эта доска? Ну, можно было еще побольше, конечно, ну, я и на это соглашусь. Так, я пока лук буду жарить. Да, хорошо. Костыбышек. Слушай, а вот у меня мама, когда готовит костыбы, она почему-то не жарит лук, она прям так добавляет в готовый, в пюре. У меня мама вообще без лука делает. Так. И бабушка делала без лука, но в рецепте, как бы, в книге написано с То есть ты луком. по книге научился? Нет, меня научила мама, но в книге написано. Ладно, слушай, расскажи мне, пожалуйста, Айвар, вот что. Был у нас год театра. И есть. Ну, Да. и в смысле есть. Еще- Он еще уже чуть-чуть подходит к осталось. концу, Да. уже чуть-чуть прям совсем осталось. Чем вообще жил театр ваш в этом году? Сезон мы открыли премьерой спектакля для взрослых «Альфия».
Это спектакль про знаменитую певицу Альфию Авзалову. Так. Ее поставил наш главный режиссер Ильгиз Зайниев. Потом у нас был фестиваль, третий международный фестиваль Шимбай-фест. Так. Вот, мы его провели, там было очень много гостей из разных городов, даже стран. Франция была, Италия была, О, класс. из Беларуси приехали. А все на татарском языке было или нет? Нет, конечно же нет. На татарском только один спектакль, это показывали наша татарская группа, спектакль «Жырла хурай уйнай шамбай». Показывали на татарском языке спектакль по татарским сказкам. Ну и как вот наши, так скажем, иностранные гости реагируют на татарские сказки? Им любопытно. Это как нам иностранный язык. Они же не понимают, как это все происходит. И они смотрят по знакам, по переводу в ухо. И как артисты играют, это все равно, это же не обязательно знать язык, чтобы видеть, что происходит на сцене. А ты мне сказал, куда ж? Да, конечно. Прости, пожалуйста. Заболтались мы с тобой совсем. Но они, соответственно, привозили свои какие-то, да, спектакли? Да, конечно. Да. Что у них было интересно? Скажи, вот какой-то спектакль? Мне понравился спектакль из Франции. Показывала одна женщина на русском языке. Она играла. Так. Она специально перевела свой спектакль на русский, чтобы нам показать его, как она работает. Это был спектакль для детей, для самых маленьких. Вот. И зал воспринял просто на ура. Все кричали «Браво!», и она просто даже расплакалась. Я пожарил лук. Молодец, добавляй в картошку и размешивай. Мама не будет против, что мы лук добавим? Мама будет за. Хорошо. А что ждать интересного в следующем году? В следующем году, ох, как много спектаклей. Начнем, с Нового года, да, вот ближайшее то, что у нас есть, это Новый год. Мы готовим новогоднюю елку, это традиционно уже, по Аладдину. Так. У нас будет Аладдин. И Аладдин кто? Аладдин. Аладдин? Я. И? Елка и спектакль новый, новогодний, как новогодний, к Новому году просто поставленный, «Сны Диснея». Дисней кто? Дисней? Я. Такое ощущение, что ты забираешь самые классные роли вообще. Я не забираю, мне дают. А когда дают, надо что делать? Надо брать. Вот, это по поводу Нового года. Что будет после Нового года? После Нового года у нас очень много спектаклей новых. В январе же уже выйдет новый спектакль для самых маленьких. Называется «Добрый день». Режиссер Наталья Егорова, наша народная артистка. Так. После января у нас готовится спектакль «Самовары». Это посвященный к Великой Победе, 75-летию. Так. Вот, ставит режиссер Рафаэль Тагиров. Дальше. В апреле что будет? В апреле, я надеюсь, будут гастроли. Гастроли планируются в Челябинск и Санкт-Петербург. Смотри, какие лепешки у нас получаются. Они у тебя очень классные лепешки. Идеальный круг. Идеальные, Смотри, круглые. Я тогда буду сейчас жарить лепешки. Да, ты жарь, а я расскажу про премьеры. Давай. У нас осталось еще 2 премьеры. Май. Май — это спектакль «Эдемнер» по Галибзяну Ибрагимову, по его произведению. Будет ставить Зайниев. Так. Вот, опять для взрослых. И в июне у нас есть еще одна премьера, это «Маугли». Да. Будет ставить Тагиров. Вот. Так, у меня тут лепешки. Лепешечки мои, лепешечки, да. Так, это тебе. А что у вас с гастролями, Айвар? Скажи, пожалуйста. Часто ли вы ездите? Гастроли у нас Надолго вообще ли? каждый год есть гастроли. Я вот ездил уже в Магнитогорск, Омск, Белгород, Владимир. Как реагируют, скажи, пожалуйста, там зрители на это? Нас очень тепло встречают в каждом городе. Вот особенно мне понравился Курск. Почему? Мы были в прошлом году там. Там какие-то... Я не могу сказать, что дети другие, да? Они везде одинаковые. Но зритель там такой благоприятный, прям удивительно. Я знаю, что вы в Крым ездили, да, еще? В Крым, мы вот недавно только съездили в Крым. Ага. Фестиваль там. Загорелый такой. Да, мы были в Ялте. Ага. Там было плюс 19. Так. В море, конечно, мы не купались. А вы туда с гастролями или тоже фестиваль? Нет, это был фестиваль. Так. Там фестиваль Крымская театральная осень.
Вот мы показывали сказку о царе Салтане. Так, вот еще одна лепешечка тебе. Держи. А я, знаешь ли, готовился к твоему приходу, прочитал про тебя немножечко информации и заметил интересный факт. Нашел, что оказывается, ты ведь еще и у тебя есть еще и свои собственные постановки в театре. Это правда или нет? Да, у меня есть одна постановка для самых маленьких. «Не хочу, не буду» называется. Не хочу, не буду? Да, про непослушного цыпленка. А еще я буду ставить еще один спектакль. Так. Тоже для маленьких. Но это на следующий сезон. Ну как тебе опыт режиссерский? Ну, мне понравилось. Так, смотри, мы практически все доделали с тобой. Как все вкусно выглядит. Котлетки у нас практически готовы. Сейчас будем пробовать. Давай. Кыстыбый. Мы готовили кыстыбы из двух начинок. Для первой начинки сварили пшеную кашу. Для второй начинки приготовили картофельное пюре и добавили обжаренный репчатый лук. Из яйца, молока и муки замесили достаточно крутое тесто. Тесто разделили на небольшие шарики, раскатали в тонкие круглые лепешки и выпекали на раскаленной сухой сковородке. Лепешки наполнили подготовленной начинкой и смазали растопленным сливочным маслом. Дорогие друзья, мы с Айваром все приготовили, накрыли на стол и сейчас будем пробовать. А вам придется смотреть на это. Вот. Что, прям едим прям? Итак, детские котлеты с секретиком. А что, вкусно? Очень мягкие, очень нежные. Прям сказочные котлетки. Ну, Сюрпризом. Сюрпризом, да. Ну что, давай кыстыбышки пробовать. Давай. Или, как говорят у нас, Кузик-мяк. Да. Так, я хочу с картошкой. Я тоже. Прекрасно. Прекрасно. А вот, между прочим, этот лучок жареный, который мы туда добавили, он прям делает свое дело. Вот, поэтому, кто готовит без лука, добавляйте. Так, а это у нас новый гость, что ли? Здравствуй, я Коте Пантиашвили. Привет, как дела? Все отлично. Что вы тут натворили? Почему натворили? Мы тут готовили вообще-то всякие вкусняшки. Приготовили кыстыбы, приготовили котлетки вкусные. Хочешь? Молодцы. Так выпьем же за вашу программу. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Айвар, спасибо тебе огромное. Коте, тебе тоже огромное спасибо за то, что пришел, раскрыл нам свои секреты, угостил нас такими вкусными блюдами. Приходи к нам еще обязательно. Приглашайте. Мне было очень приятно. Друзья, это были секреты татарской кухни. Смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Сау, пока-пока. До свидания. Пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube.